Сыктывкар посетил Александр Поветкин. Чемпион супертяжеловес приехал продвигать межрегиональный общественный проект «Движение к возрождению», в котором активное участие принимает Федерация ММА Республики Коми. Ее руководители отмечают, что проект уже реализован в нескольких городах страны, таких как Москва, Орел, Воронеж и Петрозаводск. А сам он направлен на популяризацию здорового образа жизни. Глава региона на встрече с титулованным спортсменом отметил, визит звездного гостя вдохновит наших ребят на новые победы. С вашим приездом популяризация бокса, вообще отношения к мужскому виду спорта, конечно, у нас возрастет гораздо сильнее. Не только бокс, даже смешанный вид бокса. Борьба. Мужчина должен быть мужчиной. Не должен быть сильным, мощным. Самое главное, благородным еще, помимо всего. Вот уметь защищать. Спорт дисциплинирует, да, все-таки меняются ребята. Всякие, конечно, индивидуумы есть, но в основном сильно меняются ребята. Отметим, сейчас боксом в нашей республике занимаются 1250 спортсменов, специализированных тренеров 36. Минспорт намерен добиться включения контрактного кулачного боя в список базовых видов спорта. Это позволит получать дополнительное федеральное финансирование. Для этого, в частности, в Иркуте и Ухте строятся соответствующие клубы. Пока базовыми в регионе считаются только лыжный спорт и плавание, Ольга Ануфриева о том, где еще побывал известный в стране боксер. Стараемся убрать как руки можно, не торопиться, не надо делать. Мастер-класс от наставника-чемпиона для начинающих и не очень боксеров, как волшебный сон. За монологом Ивана Кирпы, тренера Александра Поветкина, ребята следят, затаив дыхание. Причем, что любопытно, следят за открытым уроком не только, собственно, сами боксеры, но и бойцы других единоборств. Тоже занимаемся боксом, то есть ударная техника бокса в основном у нас. Просто какие-то нюансы смотрим, убеждаемся в том, что мы правильно что-то делаем или что-то неправильно. После небольшой разминки на ринг выходит и главная звезда Александр Поветкин. Основные технические моменты комментирует прямо по ходу. Ребят, смотрите, медленно покажу, я беру двоечку. Раз, два. Что такое разведка боем? Как правильно провести двоечку? На что обращать внимание, если соперник выше ростом? Индивидуальных хитростей и тонкостей в багаже чемпиона оказалось предостаточно. Рассказываю то, что я раньше не знал. Очень интересно. Но я ждал Поветкина, я знал, что он приедет. Нам говорили. Впрочем, больше всего повезло воспитанникам интерната имени Католикова. Ребята пригласили Александра Поветкина к себе и долго общались в неформальной обстановке. А кое-кому олимпийский чемпион вручил грамоту за достижения в спорте. По словам боксера, именно в таких небольших спортивных залах обычно и рождаются настоящие чемпионы. Будет желание, будешь идти по своему пути. Ни шаг влево, ни шаг вправо, тем более назад не делать, и все получится. Тем более вижу, что здесь есть все условия для того, чтобы стать чемпионом. Я знаю, мне рассказывали ребята, что ездят и в Москву ездят на турниры, вообще ездят по всяким городам на турниры. А турниры – это рост спортсменов. 2 года назад фонд Александра Поветкина совместно с Ассоциацией спортивных ветеранских организаций «Щит и меч» получил на проект возрождения президентский грант. Главная цель – популяризация здорового образа жизни среди молодежи. Сегодня программа охватила уже несколько городов страны, не остался в стороне и Сыктывкар. Заинтересованы в сильных регионах, в сильных наших соратниках. И наша цель прибытия сюда как раз поддержать, чтобы те, кто еще не знает здесь у вас в городе, в республике, что у вас есть такие самодостаточные, сильные, амбициозные люди. Пресс-конференция боксера номер 1 среди супертяжей стала этаким вечером откровений. Александр Поветкин не видит себя в смешанных видах единоборств. Самым сложным соперником называет Владимира Кличко. А своего нынешнего оппонента, американца Уайлдера, обещающего убить нашего спортсмена, намерен примерно наказать. И на ринге, и за его пределами. Ольга Ануфриева, Любовь Лапина, Дмитрий Ведерников, телеканал «Юрган».